Здравствуйте, в эфире новости, в студии Василий Радченко и о главном к этому часу. Основные работы завершены, специалисты приступают к отделке медицинских корпусов. Сергей Собянин рассказал о ходе строительства нового инфекционного центра в Москве. Правительство страны выделило более 350 миллионов рублей на жилье ветеранам войны. В условиях пандемии в поддержке нуждаются даже конкуренты. Якутские предприниматели записали ролик, где рекламируют товары и услуги друг друга. У жительницы Якутии, прибывшей 29 марта из Нидерландов, анализы на коронавирус показали предварительно положительный результат. Подозреваемая в наличии COVID-19 находится в инфекционном стационаре города Якутска. С момента прибытия в столицу женщина находилась на самоизоляции. Круг ее контактов изолирован. Сейчас они также сдают анализы. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о ходе строительства нового инфекционного центра в Новой Москве. Основные работы завершены, специалисты приступают к отделке медицинских корпусов. Продолжаются работы по строительству коммуникаций, кислородной станции, очистных сооружений и так далее. По словам мэра, на стройке в 2 раза увеличено количество рабочих. Теперь их число превышает 10 тысяч человек. Мэр подчеркнул, что на данный момент одной из приоритетных задач является комплектование медицинскими кадрами. Также сложной задачей является высокотехнологичное оборудование, спрос на которое сейчас в мире просто огромен. Коронавирус выявили у 13 вернувшихся из России граждан Китая. Все они 1 апреля вылетели из Москвы во Владивосток, откуда попали на родину. Все заболевшие прилетели рейсами Аэрофлота. После этого они прибыли на погранпереходы на рейсовых автобусах и частных автомобилях. Далее пересекли границу 2 стран и прибыли в Суйфэнхэ, где их направили на обязательный 2-недельный карантин. На китайской стороне границы они прошли тестирование на нуклеиновую кислоту коронавируса, которое позже дало положительный результат. Среди инфицированных 7 мужчин и 6 женщин. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила приостановку возвращения россиян из-за рубежа. Власти России взяли тайм-аут в вопросе вывоза на 2 дня, чтобы сформировать списки тех, кто должен вернуться на родину. Кроме того, российский вице-премьер назвала страны, из которых чаще всего приезжают зараженные COVID-19. Это Италия, Испания, Франция, Германия и Объединенные Арабские Эмираты. Голикова также сообщила, что по числу заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей на 1-м месте стоит Москва. За ней идут Республика Коми и Бурятия. Введен временный тайм-аут на прилет рейсов сюда из-за рубежа с нашими гражданами. Временный тайм-аут – это 2 дня, суббота и воскресенье. Для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы мы четко представляли, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию Российской Федерации. Для этого на информационном ресурсе госуслуги, вы знаете об этом, размещена соответствующая анкета, которую должны заполнить граждане, желающие вернуться в Российскую Федерацию. На основе этой информации нами будут сформированы соответствующие полеты и соответствующий график в те страны и в те города на территории Российской Федерации таким образом, чтобы максимально сосредоточить или скомплектовать борты, чтобы это было в одну точку. Правительство выделило 352 миллиона рублей на жилье ветеранам войны. Средства направлены в Минстрой. Тот, в свою очередь, перераспределит их между регионами. Выделение средств произвели на основании указа президента Владимира Путина об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны. В планах предоставить жилплощадь 221 гражданину. Выплаты к 75-летию Победы должны осуществить до майских праздников. Ситуация по коронавирусной инфекции в республике остается неизменной. На сегодняшний день 6 человек вылечены от коронавирусной инфекции, 9 остаются под наблюдением врачей Якутской клинической больницы. Арсений Николаев подписал указ о дистанционном обучении в Якутии. Срок теперь составляет с 6 по 30 апреля. Министерству образования и науки Якутии поручено обеспечить санитарный режим, бесплатный доступ к онлайн-платформам, далее определить перечень учреждений, которые не смогут из-за отдаленности и труднодоступности проходить обучение дистанционно.
В таких школах с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации обеспечат работу дежурных групп численностью до 12 детей. Уважаемые жители Якутии, завтра все образовательные организации республики возобновляют учебный процесс. Мы уже несколько дней готовимся к обучению в дистанционном формате. Вчера главой республики принято несколько важных решений. Во-первых, в тех труднодоступных населенных пунктах, где невозможно обучение в дистанционном формате и где позволяет эпидемиологическая ситуация, образовательный процесс может быть возобновлен в очном формате малыми группами с соблюдением всех санитарных норм. Во-вторых, в течение всего апреля телевизионная компания НВК «Саха» будет транслировать телеуроки от ведущих учителей республики. И в-третьих, в течение всего апреля всем школьникам республики будет обеспечен бесплатный доступ на образовательную платформу uchi.ru, рекомендованную Министерством просвещения Российской Федерации. За это время правительством Республики Саха-Якутия, Министерством образования и науки, Министерством инноваций проделана значительная работа совместно с педагогами нашей республики. И я надеюсь, что завтра наша совместная работа педагогов, родителей, учеников даст хорошие плоды, и мы сможем обеспечить образовательный процесс таким образом, чтобы учеба была насыщенной, интересной и плодотворной. Краундфандинговый проект по производству респираторов запустили в Северо-Восточном федеральном университете. Он стартовал в условиях нехватки ресурсов и повсеместной изоляции. Возникла необходимость в удешевлении стоимости и ускорении производства респираторов и иных средств индивидуальной защиты. Это позволит повысить степень защиты респираторов, обеспечить их доступность для населения и организаций. Так прокомментировал руководитель центра Роман Гоголев. Краундфандинг предназначен для сбора средств, требуемых для усовершенствования моделей и техкарт. Компания «Тепло» встречена российскими и иностранными вендорами. Первым российским спонсором стал Аскон, крупнейший разработчик программного обеспечения, один из интеграторов в сфере автоматизации проектной и производственной деятельности. Большие штрафы грозят магазинам за необоснованное завышение цен. Мониторинг затрагивает продукты первой необходимости, а также овощи и фрукты. Юрий Осипов продолжит тему. Ежедневно сотрудники территориальных управ Якутска проводят мониторинг цен в магазинах. Сегодня мы посетили строительный округ. По официальным данным, здесь 632 предприятия, из которых сейчас работает 134. На территории округа много торговых объектов, много продуктовых магазинов, которые работают. И ежедневно с ними мы удаленно работаем тоже. И требования, какие должны быть санитарные нормы, спрашиваем, сколько человек работает, какие документы имеют. Такие проверки проводились и раньше. Но если до введения режима повышенной готовности они проходили раз в неделю, то теперь их проводят ежедневно. В первую очередь проверяются цены на товары первой необходимости. Однако список из 34 социально значимых продуктов питания, овощей и фруктов может быть расширен за счет продуктов, на которые отмечается необоснованный рост цен. Товары именно продуктовые туда входят именно для первой необходимости, которые у нас люди потребляют. У нас в продуктовых магазинах мы там обязательно проверяем на повышение цен, имеются или нет. На первой необходимость сюда что входит у нас? Хлеб, соль, говядина, тушенка, рис, соль, вермишель. И когда мы выявляем ежедневно, мы по нашему округу мы не выявили ни единого, получается, повышения цен. В ходе рейда с работниками управы строительного округа мы посетили несколько магазинов. Нигде не было зафиксировано завышение. В одном из них нам сообщили, что напротив снизили цены на некоторые товары. У нас пошло на сливочное масло, на растительное масло, на макаронные изделия и крупа, рис, гречка, пшено. Это которые первые необходимые продукты, да, в основном, получается? А на хлебочные изделия у вас тоже идет повышение? Да. При выявлении нарушения данные направляются в Госкомцен. При подтверждении необоснованной цены предприниматель может поплатиться рублем. Административный штраф на граждан предусмотрен в размере до 5000 рублей, на должностных лиц до 50 тысяч или дисквалификацию на срок до 3 лет, на юридических лиц в двукратном размере излишней полученной выручки от реализации товара.
Сообщить о факте необоснованного завышения могут и сами граждане. Если вы увидели подобное нарушение, то можете обратиться по телефону горячей линии Госкомцен Якутии 50 80 26. Юрий Осипов, Григорий Николаев, Якутск. Проверка всех въезжающих организована на территории Усть-Майского района. Сотрудники ГИБДД объединились с медиками. Въезд в населенные пункты контролируется с 23 марта. За это время больных коронавирусом там не выявлено. Сегодня 5 апреля 2020 года. В Усть-Майском районе ситуация по коронавирусу спокойная. Заболевших нет, с признаками коронавируса нет. 23 марта на въезде в район установлен пост ГАИ совместно с Центральной районной больницей, где происходит проверка всех въезжающих в район, измеряется температура, записываются данные всех въехавших. Силами председателей саратовских артелей организованы обсерваторы, где находятся въезжающие, им измеряется температура 2 раза в день. Информация об обрыве лифта в одном из жилых домов в Якутске является фейком. Мэрия столицы опровергла новость, которая разошлась по социальным сетям и мессенджерам. В сообщении говорилось, что обрыв лифта произошел в одном из жилых домов на улице Короленко. В администрации города сказали, что на самом деле сегодня днем произошла автоматическая остановка одного из лифтов из-за поломки пружины открытия двери. В таком случае конструктивно предусмотрена автоматическая остановка кабины. Поломка устранена ремонтной бригадой. Отмечается, что в данное время все лифты в доме работают в штатном режиме. Якутские предприниматели записали ролик, где рекламируют товары и услуги друг друга. Они призывают людей оставаться дома. В 2-минутном видео приняли участие более 20 предпринимателей, врачей и представителей СМИ. Напомним, что ранее подобный ролик сняли известные ведущие российских телеканалов. При этом ведущие одних каналов рекламировали передачи, которые выходят на других каналах. Они также призывают людей к самоизоляции на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Если хочется азиатских блюд, Китай-город доставит вам домой. Главное, оставайтесь дома. С одним из лучших магазинов одежды «Модели» на одном касании. Главное, оставайтесь дома. Самая достоверная и оперативная информация на телерадиоканалах НВК Саха. Сидите дома. Дома лучше, дома вкуснее, теплее. Можно заказать вкусняшки и поддержать своих друзей и предпринимателей. Можно заказать все, что угодно. Главное, оставайтесь дома. Он вызвал очень много эмоций, шквал эмоций, очень много благодарности мы сейчас получаем. У нас очень большие планы. Мы хотим собрать всех предпринимателей города Якутска, чтобы они тоже приняли участие в аналогичных проектах. Предприниматели сейчас... У них сейчас не очень хорошие времена настали, к сожалению, как и у всех, да. Но они делают все возможное, чтобы бизнес все-таки развивался и был на плаву. На этом пока все. До встречи в эфире.